образ сухумчанки, так сказать, если можно выразиться. Вот, и вот сейчас пробую я найти этот образ, сделать такое настроение, чтобы было солнечно, приятно, тепло. В незаменимой части Сухума, а именно на набережной столицы, можно наблюдать такую картину практически каждый день. Тимур Цвишба – один из живописцев, который облюбовал это местечко для работы. Изо дня в день он знакомит гостей и жителей города со своим творчеством. Здесь можно не только любоваться произведением искусства, но и поговорить с художниками, вместе с ними рассмотреть работу, обсудить понравившуюся картину и, конечно же, приобрести ее. Мы уже привыкли к этому месту. Нам не так, как быстро продать, а как восхитить этих людей, которые приходят и наслаждаются, особенно вечером. Они просто как в открытый музей под небом проходят, смотрят, наслаждаются, и уже приятно, когда вот что-то ты приносишь людям, какую-то радость. Здесь вот сидишь, беседуешь или что-то прекрасное увидел там сразу. И у меня с собой всегда блокнот тоже. Я могу сразу зафиксировать это карандашом на блокноте. Или же сфотографировать, если вот момент такой хороший. Обычно, когда вот явление такое природное, как закаты. Они же у нас каждый день разные. И вот это вот тоже могу зафиксировать на телефон. А потом дома уже через, так сказать, проект могу рисовать тот или иной пейзаж. И, естественно, с добавлением своего такого фантазии, своей фантазии. Тимур Цвишба – один из тех людей, которые не просто отражают в своих произведениях окружающую красоту, но и вкладывает в нее свои ощущения, мысли, тем самым преломляя действительность. Благодаря этому люди воспринимают привычные вещи совершенно иными глазами и глубже постигают внутреннюю суть явлений, говорит художник. Художник впечатлительный, который реагирует на все, хорошее или плохое. Это философ. Он должен все чувствовать, все видеть. Это тот же философ, тот же химик, тот же анатом. Должен в своей картине найти тот кульминационный момент, вот именно на полотне, создать именно тот момент, всю историю даже внести, одним каким-то сюжетом. Или же даже бывают же там портреты, они должны быть живыми. Он тоже должен это чувствовать, внутренний характер этого человека. Любовь к рисованию у Тимура с самого детства. Однако он не сразу понял, что быть художником – это призвание. Научиться рисовать, постигнуть законы композиции и пластики, освоить технику смешивания красок, изучить правила нанесения цветовой палитры может научиться каждый. Но главным условием создания картин, перед которыми в восхищении застынут тысячи людей разных поколений, это все-таки талант, добавил Тимур. С детства, естественно, я рисовал, любил рисовать. Я прямо не расставался с карандашом. На уроках даже сидел, вот, просто хотел рисовать. И ручкой рисовал. Все. А позже, конечно, я уже понял, что это мое, что вот именно люблю красивое, что-то такое приятное. И потом Сухумское училище закончил, пошел в армию, с армии пришел. Долгое время я вообще не рисовал, ничего не делал, но потом все-таки как-то вспомнил, что это мое. И вот в последние вот эти вот годы я стал интенсивно работать, если можно так выразиться, над собой. Как отмечает художник, сегодня самое главное не искать в картинах сюжетную линию, а суметь увидеть фантазию, которую рисует воображение. А у разных людей складываются разные образы. Так одна и та же картина может вызывать различные чувства. Ну, здесь как бы символизм. Здесь символика, примитив. Здесь нету там такого, знаете, как реалистического такого подхода. Здесь просто символика, наше застолье, гостеприимство. Вот, сидят, песенку поют там. Естественно, здесь наша национальная там перец. Ну, вот что-то символика связана с нашим гостеприимством. Есть прекраснейшие картины, которые нас окружают и которыми мы можем восхищаться и любоваться. Великолепный закат, звездное небо, цветы, национальный колорит – все это свидетельство мастерства, воображения и величия художника. Вдохновляет меня, что все связано с красотой, с красками,
Меня вдохновляет и даже словесное искусство. Меня вдохновляет и музыка. Мне фактически все. Вот это вот, мне кажется, и внутреннее мое состояние. Все это выразить на полотне. Я люблю на свободную тему, то есть композицию свою придумывать. Если даже я на пленэр выйду, то я всегда все равно свое придумываю. Что именно, если я увижу эту красоту, я добавляю еще сверху. Я бы не рисовал бы грусть. Хотя искусство, оно необъятное, оно должно выражать все. И радость, и грусть. Но мне вот, не знаю, даже и не пробовал, кажется. Ну, не тянет и все. Знакомство с искусством позволяет не только расширить свои знания и кругозор, но и приобщиться к этому замечательному миру. Все мы когда-то пробовали свои силы, взяв впервые в руки карандаш и кисти. День художника – это не только день профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Вот почему сегодняшний праздник для всех любителей прекрасного. Сария Кварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.